Здравствуйте! 12 мая, более 20 лет назад, гагаузское радио начало звучать для наших жителей. В этот день 2000 года оно вошло в состав региональной компании «Телерадио Гагаузия». В эфире ГРТ программа «Интервью недели». Меня зовут Мария Статова. Сегодня у нас в гостях корреспондент радио, чей голос зачастую вы можете услышать на волнах гагаузского радио, Мария Дмитриевна Парфенова. Мария Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю посмотреть для начала сюжет, который подготовили ваши коллеги в самом начале пути гагаузского радио в составе общественной компании ГРТ. Вспомним, как это было. 12 мая 2000 года состоялось официальное открытие радио в составе компании «Телерадио Гагаузии». Это стало возможным благодаря помощи Турецкой Республики через ТИКу, агентство, которое выделило финансовые средства на установку цифровой радиотехники для вещания программ на частоте FM 102,1 в Камрате и 104,6 в Чадерлунге. Радиопрограммы оригинального вещания выходят с 7 до 22 часов ежедневно. Главным редактором радио является Мария Парфенова. Да, действительно, 12 мая 5 лет исполнилось, как состоялось открытие гагаузского радио в составе региональной компании «Телерадио Гагаузии». Нам очень отрадно, что вроде бы казалось такой маленький срок, и вроде бы небольшой период времени, сколько мы работаем, но примечательно то, что за этот срок нас уже признали как истинное гагаузское радио. Все-таки мы одно единственное радио, которое вещает на гагаузском языке в мире. Сегодня, если говорить о работе гагаузского радио, то и у нас большинство жанров, которые нравятся нашим радиослушателям. Мы стараемся осветить все те события, которые происходят на территории нашего региона, на территории республики. И одно единственное радио после антенны Че, которое работает в интерактиве, и мы рады, конечно, этому, это радио Гагаузии. В программе нашей культурно-развлекательной наши радиослушатели могут высказать все свое мнение, передать приветы и поздравить, и говорить на наболевшие вопросы. Сегодня радио Гагаузии примечательно и, как сказать, завоевало рейтинг у радиослушателей еще и тем, что сегодня, работая в статусе в региональной компании структуры радио, мы даем новости не только разных жанров, а профессионально. Этому пример, что наши работники, такие как Екатерина Манита и другие, стали призерами в номинации, заняли в конкурсе журналистов Молдовы первые места, и мы очень рады. Если говорить о работе, конечно, в каждой структуре средств массовой информации есть свои проблемы, потому что работа радио и средств массовой информации, она никогда не может быть удовлетворена тем периодом работы, который есть, потому что радио, газеты, телевидение – это внедрение всяких новшеств, внедрение всяких модификаций, но сегодняшнее наше положение еще и отличается тем, что оборудование на нашем радио, благодаря Турецкой Республике, которая оснащала нас агентство ТИКа, мы имеем возможность сегодня работать в полную мощь и делать такие программы, которые сегодня хотят слышать радиослушатели. Ну и, конечно, я хочу поздравить своих работников. Сегодня я горжусь, как главный редактор, тем, что у нас хоть и маленький коллектив, 3 корреспондентов, Екатерина Манита, которая ведет новости на русском языке, Галина Моресева, голос которой звучит всегда в программе, любимой программе «Гагаuz Долгосында», и Наталья Андриеш, специфичная программа с переводом на гагаузский язык, и ребята наши, Савелий Агарков, это Вячеслав Парфенов, Дмитрий Азат, это Дмитрий Кихаял, и Владимир Голубцов, каждый по мере своих способностей творчески подходит к работе радио, вносят свою лепту, болеют душой. Я благодарна всем моим коллегам и говорю им огромное спасибо и рада, что сегодня коллектив радио дружный, состоявшийся, что работает на своего радиослушателя и получает благодарности. Сегодня мы получили благодарности с Таракли, с Кишинева, от камрадчан, от наших радиослушателей. И, конечно же, мы хотим поблагодарить и руководство нашей компании, и исполком Гагаузии, и агентство ТИКу, и Турецкую Республику, и всем тем, кто помог нам, чтобы в этот маленький промежуток, 5 лет, мы завоевали тот рейтинг у радиослушателя, каков он есть. Большое спасибо всем.
Особенностью радио Гагаузии являются программы на родном гагаузском языке, которые в сетке вещания составляют 70%. Из всех жанров радио население имеет возможность услышать новости на двух языках. Ведущие Екатерина Манита и Наталья Андриеш. Культурно-развлекательные программы Гагаuz Dalgasında Hadi Bakalım. Ведущая Галина Моресьева. Saygılı radyo izleyiciler, büyük Perşembe günü Maya'nın 12'si de GRT FM'de her zamanki gibi bugün de hem bu saatte Gagauz Dalgasında programımız. Biz selam veririz hepsini kim kurdu kendi radyolarını bizim dalgamızda. Telefonumuz stüdyoda 24960 bizdekiler sizin telefon danışmalarınızı. Stüdyoda size deli işlerler getirici Galina Moriesova hem müzik rejisörümüz Dmitriy Azat. Olun bizimle. Мария Дмитриевна, вы как человек, который стоял у истоков создания гагаузского нашего радио, расскажите подробнее, с чего все начиналось и кто был в вашей команде? Ну, прежде всего я хочу поздравить весь коллектив радио и наших радиослушателей с этой датой. Но 23 года, нельзя сказать, что радио Гагаузии 23 года. Радио, оно звучало всегда в нашем регионе еще с 50-х годов. Это была просто комрадская районная структура до 90-х годов. И когда в 90-х годах встал вопрос о становлении гагаузской автономии, гагаузское, то есть комрадское радио, оно было переименовано Гагаuz Dalgasında. И подчинялись мы тогда Кишиневу. Вот. В структуру входили радио Молдовы, были как районные структуры. Потом, когда в 1994 году парламент Республики Молдовы принял закон об образовании автономии, то уже встал вопрос, что мы должны быть автономным образованием радио. Но из-за финансовых средств мы все равно подчинялись Кишиневу. Я хочу сказать, что многие работники, которые тогда трудились на Гагаuz Dalgасы, это я, Галина Моресьева, Полина Барбова, были работники еще, которые некоторое время трудились уже в региональной компании, будучи уже здесь в составе вместе с телевидением, Мария Дмитриевна Неду. Было много работников, но тогда встал вопрос о создании автономного радио. И встал тогда вопрос о ликвидации проводного радио, потому что мы были проводным радио. После того, как ликвидировано было проводное радио, турецкая сторона совместно с нашими властями, в общем, разработали проект. В этом проекте очень много было участников, которые приняли участие. Это Анна Харламенко, она договаривалась. Потом, когда у власти был Башкан Дмитрий Васильевич Кройтер, работа была большая. И в 1999 году встал вопрос действительно о том, что в составе региональной компании должны быть две структуры, то есть телевидение и радио. И радио уже должно было быть эфирным. Я некоторое время, потому что проводное радио было ликвидировано, и я некоторое время проработала в пресс-службе управления внутренних дел Гагаузии. И вот Любовь Михайловна Косым, которая в то время она являлась руководителем непосредственно регионального телевидения при Башкане Дмитрия Васильевича Кройтера, и они пригласили меня и предложили мне открыть радио. Ну, работа, конечно, была очень усиленная. Это нужно было составлять проект на строительные работы, вести эту работу вместе с турецкими специалистами, потому что у них были свои особенные требования. И за 3 месяца мы все-таки сумели всеобщими усилиями открыть радио. Вот в 2000 году, 12 мая, в первый раз в студии эфира радио прозвучало эфирное радио. Вот с этого момента прошло 23 года. Эфирное радио намного отличалось от того, что было до этого, да, где конечно. вы вначале работали? Это были разительные отличия. Все дело в том, что если радио Гагаuz Dalgасы, где мы раньше работали, мы вклинивались в эфир молдавского радио. Нам отводилось 2 раза в неделю, отводились по полчаса. Мы записывали эти программы, и через Молтелеком мы вклинивались в радио Молдова.
Это полчаса по вторникам и по четвергам. Но когда открылось эфирное радио, то у нас уже была сетка вещания, круглосуточного вещания. Мы должны были круглосуточно вещать уже наши программы. Понятное дело, что с появлением новых технологий менялось и методы вашей работы, в принципе, потому что уже приходили другие возможности. Тяжело было к ним привыкать и внедряться в эти технологии? Привыкать было несложно, но реализовать сетку вещания, круглосуточного вещания было очень сложно. Чтобы вы понимали, не было музыкального контента на гагаузском языке почти не было. Я помню, у нас было 2 диска «Сиринсу» и «Дюз Авы», вот этих песен. И у нас были диски с турецкими песнями. У нас кто как мог собирал, переписывал. Мы ходили в магазин «Кодек», и у Екатерины Дмитриевны просили, чтобы она нам разрешала. Мой муж Вячеслав Парфенов, он работал тут, и он ходил и просил, чтобы мы переписывали там песни, диски, там хиты 90-х, хиты 2000-х. И нам разрешила руководительница в этом магазине «Кодек», чтобы мы брали диски, переписывали эти песни, потому что там они продавались, они были платные. Мы переписывали и транслировали в нашем вещании. Сложности были. Это, конечно, не сравнить, что сейчас у нас есть, какой запас молдавской музыки, гагаузской музыки и вообще какой у нас сейчас архив. Это отличия очень большие. Еще разница была в том, что сейчас совсем другие инновационные технологии и другие возможности. Тогда мы ходили с диктофонами, с этими тяжелыми диктофонами, собирали интервью, потом приходили, эти кассетники крутили, вырезали, вставляли. Были большие сложности. Это теперь в компьютере смонтировал голос, наложил свой голос и выпустил. А тогда было очень сложно. Но, знаете, работа казалась очень легкой и приносила удовлетворение от того, что все те, кто работали тогда, они горели этим. Они могли здесь и днем, и ночью ночевать. Я помню, когда после открытия нам установили монтажный компьютер для монтажа программ, и приехал специалист, который нам показал, как это делать. И вот Вячеславу показали, как это делать, и они уехали. Но потом возникали какие-то, знаете, недомолвки, что-то не получалось. И мы методом тыка мы находили, вот сидели здесь поздними вечерами, пока методом тыка не находили, как же все-таки, на какую кнопку нажать, где мышкой нужно кликнуть для того, чтобы соединить этот материал. Но я говорю, что большое желание и горение людей, которые работали тогда, мы все это преодолели. Вы сказали, что назвали даже тех лиц, которые участвовали в этом проекте, когда гагаузское радио стало частью телерадио Гагаузии. И в том числе назвали и турецкое агентство по сотрудничеству и координации ТИКа. То есть они оказывали финансовую поддержку в создании, включении гагаузского радио в состав ГРТ, либо были еще, может, отправляли специалистов, как осуществлялась их поддержка, и удалось бы без этой поддержки в итоге иметь наше сегодняшнее радио. Потому что я пока понимаю, они и сегодня продолжают поддерживать. Я хочу перейти на гагаузский язык, потому что понимаю очень хорошо, что в регионе очень много турецких специалистов есть, которые работают в университете, и есть турецких граждан, которые смотрят ваше телевидение, оно любимое. И я хотела бы им выразить на гагаузском языке «Стерам Сюлейм, они Türkiye devletine büyük teşekkürler söyleriz». Çünkü sizin desteğinizden, sizin yardımınızdan çekildi bugünkü bizim günümüz. 2000 yılda açan beni teklif ettiler buraya müdür gibi geleyim de yardımcı olayım, açayım Gagauz Radyosu'nu. TİKA o zaman çok yardım koydu. Bu üzerinden geldi de uzmanlar da buraya. Hem Edil Prodüksiyon Kompanya'nın temsilcileri, uzmanları, Rafet Köksal beraber çok para buraya koydular. Onlar çamları yerleştirdiler, onlar bize verdiler bilgisayarları, onlar bizi öğrettiler ne türlü çalışma. Ben isterim söyleyeyim, hani
açılışta ender arattı o zaman da o sürede hani böyle bir laf birleşmesini bize Любовь Ивановна Kasıylan biz yardımcı size olacağız. Ben o zaman pek sıra tutardım bu cümleyi aklımda da her zaman saytta ya da poçta aşırı dil birliği dilen soruları her zaman onlara sorardım. Hem de açan geçti yarım yıl onlar yardımcı oldular bize açma interaktif programları. Yoktu interaktif programları. O zaman Moldova'da sadece Antena Ç vardı interaktif programları. Bir yerde yoktu. Sonra başladık biz. O zaman açan geldi 2 kişi uzman Ankara'dan TRT kanalından. Ben onların lablarını şimdi bilmiyorum. Makar ki var bizde arşivde onların labları. Onlar bizi öğrettiler. Biz öğlene kadar 1 saat getirerdik interaktif programları. Hem öğlenden sonra. O zaman bizim insanlara açtı böyle bir geniş yol. Hani bağlanma bizimle. Hani biz o zaman duyduk, hani biz halkla bile varınca olalım. Biz duyduk o zaman, hani bizim hizmetimiz insana getirir çok memnun, hem çok nece derler şenlik. Da onlar bize çok yardımcı oldular. Onun için bilirim hani sonra da biz çok kere televizyona, radyo kabul ettik yardımları. Şimdiye kadar da kabul ederiz. Dil çoktan onlar bize bir projede katıldılar. Hani direklere verme lampaları. Da ben umut ediyorum hani bu yardımlar ileriye de olacaklar. Niçin ki bizim bu bağlantılarımız o günlerden çekilir. Da ben çok teşekkür ederim Türkiye Devleti'ne. Hem hepsine kim koydu kendi canını buraya. Rafet Köksal'a, bütün Türkiye Devleti'ne, uzmanlara TRT kanalından, Angları dil çoktan da burada bulundular. Hem de isterim söyleyeyim, hani bizde vardı bir kolega, o şimdi Moldova Devleti'nin parlamentin deputatı Ivanovna Köksal. O açan görerdi hani bir yetişmemizlik var radyoda, de televizyonda. Onun canı yırtılardı. O her zaman isterdi yardım etmeye. O yardımcı da bize çok oldu. Hepsi insanlara ben isterim söyleyeyim, çok sağ olun. А для тех, кто буквально в 2 фразах, хочу сказать, что большое спасибо турецкой стороне в лице Рафета Köksal, компании Dil Production, Иване Ивановне Köksal, которая является теперь парламентарием, работает депутатом парламента Республики Молдова. Потому что с самого первого дня становления Гагаузского радио, даже с написания проекта, даже со строительных работ, они в стороне не оставались. Они технику нам предоставляли, они нам предоставляли помощь в виде творческих идей. И поэтому большое спасибо всем, от кого зависело становление радио тогда, и теперь наше радио видно. Да, мы тоже присоединяемся, команда телевидения Гагаузского тоже присоединяется к вашим словам благодарности. Мария Дмитриевна, ваши голоса и ваш голос, и голоса ваших коллег звучат на волнах Гагаузского радио уже не 1 год, а уже более 20 лет. Многие даже узнают вас уже по голосу, не зная, как вы выглядите. Но тогда, в самом начале, вы сами учились мастерству дикторскому, либо вам помогали в этом? Вы знаете, меня вообще дикторскому мастерству научила Нина Серафимовна Голобородько. Но, знаете, я хочу сказать, что если иметь большое желание, то обязательно можно реализовать все свои мечты. Честно говоря, у меня не было мечты быть журналистом. Я всегда мечтала быть криминалистом и считала, что журналистская деятельность — это вот так вот для души, для развлечения. Журналист — это вот как хобби. Но это благодаря моей свекрови Людмиле Васильевне Парфеновой, которая сказала: Маш, у тебя хороший тембр голоса, давай мы тебя попробуем на дикторскую работу. Ну, я согласилась так чисто из любопытства и поехала в Кишинев, там прошла кастинг, и мне сказали, что ваш голос подходит под дикторский голос и хороший. Но потом с Ниной Серафимовной, она была, вы знаете, не мягкой, но требовательной очень, и эта требовательность ее дала такие результаты, которые я достигла. Она всегда говорила: если ты не будешь жалеть себя,
и будешь работать над собой, ты многого достигнешь. И я действительно вот вижу по моим коллегам, кто не жалеет себя, тот многого достигает. И поэтому, когда уже я проработала после нее, когда образовалась гагаузская автономия, она уже не работала, когда мы перешли на Гагауз Долгосы, когда мы перешли сюда, она меня учила многим приемам, которые позволяют поставить дикцию, поставить речь и поставить тот тембр голоса, который необходим или в новостях, или в развлекательных программах, потому что это разные тембры и разный говор. А сегодня вы делитесь этими навыками с молодыми специалистами? Ну, вы знаете, я хочу сказать, когда у нас была очень большая проблема в том плане, что когда мы открыли радио, нам нужны были специалисты гагаузского языка. И мы обратились в университет Камрадский. Но вы знаете, вот в то время очень сложно было найти молодежь, которая вот знает гагаузский язык. И мы пригласили Наталью Андрееш, потому что она защищалась на кафедре гагаузского языка. И я тогда им показывала все эти упражнения, и девочки занимались этими упражнениями. А сейчас, правда, я хочу сказать, что спустя уже столько лет, 23 года, уже к нам приходят специалисты, вот как Зинаида Канцер, как Валентина Чебан. Они уже закончили факультет журналистики, а тогда не было в Камрадском университете факультета журналистики. Первый курс, который был открыт, это благодаря Марии Васильевне Маруневич. И те журналисты, которые вот у нас сейчас работают, как Галина Моресева, на наших, допустим, радио, которые коллеги есть, Сергей Судев, председатель наблюдательного совета Михаил Влах, Оксана Пасмак, Голубцова, вот Кихаял, они все благодаря вот открытию Марии Васильевны Маруневич вот этого факультета журналистики. И сейчас уже их там обучают этому. А тогда никто этому не обучал. Вот мы самоучки. Вот я девочкам показывала, и они обучались. Самое главное, еще раз говорю, нужно было желание, а у них было предостаточно. За более чем 20 лет в коллективе Гагаузского радио произошли изменения, в то же время по-прежнему в эфире звучат хорошо знакомые слушателям голоса, в том числе и ваш. Какой сегодня коллектив? Как бы вы его описали, свой родной коллектив? Вы знаете, мне трудно сейчас ответить на этот вопрос, потому что тогда, когда мы открывали вот эфирное радио Гагаузии, да, эфирному радио Гагаузии 23 года, то тогда было желание познать и постичь, и реализовать. А сейчас молодые специалисты, они уже этому обучены. И поэтому сейчас немножко легче. Легче в том плане, что они обучены. Но есть очень большая разница. Когда с человеком вместе обучаешься, живешь и творишь, тогда это получается такое единение не только в творческой работе, а единение душ и такой коллегиальной, такой творческой сплоченности. Сейчас молодые специалисты, они обучены. И получается, что только на такой вот ноте, как вам сказать, поручение идет, обязанностей выполнения работы. Но все равно я бы хотела сказать, что коллектив у нас очень хороший, потому что в том плане, что у нас есть специалисты, которые каждый, не могу никого отличить, никого выделить, потому что у нас, как говорится, коллективная работа. Не могу сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже, потому что каждый выполняет свой фронт работы, и от этого фронта работы зависит вот эта эффективная целостность нашей работы. А что в целом помогает в коллективной работе выпустить по итогу качественный продукт в эфир? Ответственность. Если человек, если журналист, если оператор, понимаете, у нас в эфире радио, особенно в работе радио, потому что нам эти новости нужно дать быстро, нужно дать качественно, нужно дать без всяких опломбов. И если у нас нет времени на раскачку, иногда получается, что
диктор уже, ведущая новостей уже в студии, а материал только монтируется. И если он не успевает монтироваться, то идут только сырые инсерты, а в 12 часов джингл пробил в эфире радио Гагаузии, и мы должны выдать без запинки этот материал. Радиослушателю не то, что неинтересно, Неважно, да. неважно, когда мы пришли с материала, без 15:12, либо в 10. Ему важно, чтобы качественный продукт вышел в эфир, и мы стараемся это делать. Вот как и 23 года назад, с самого начала, эфир гагаузского радио и телевидения давался на 3 языках. Эта тенденция сохранилась и по сей день. И из чего, в принципе, сегодня состоит эфир гагаузского радио? На что он делится, каковы его компоненты? Во-первых, у нас мы работаем согласно закону о радио и телевидении, где прописаны все наши функции. Это познавательное, образовательное, развлекательное. Вот согласно вот этих всех функций мы должны и свой контент формировать. У нас есть интерактивные программы, которые нацелены на весь контингент радиослушателей, начиная с молодого поколения и до вечера, потому что каждый может дозвониться и в эфир, и поздравить, или передать привет, или заказать свою любимую песню. В нашем контенте программ есть, кроме новостейного жанра, это обязательный жанр, у нас есть детские программы, которые для детей сформированы, у нас есть диалоги в студии. Одним словом, наша работа должна соответствовать закону о радио и телевидении. В нашей сетке вещания должны быть все жанры программ, начиная от новостей, заканчивая до авторских, рубрики и утренние программы, которые поднимают настрой, так сказать, с самого раннего утра всем, кто нас слушает. Сегодня работа корреспондента, независимо от того, это радиожурналист либо тележурналист, она нелегка, и как многим кажется, что написать текст, озвучить его очень довольно просто. На самом деле это нет, и нам с вами это очень хорошо известно. Но вот вы, какие бы отличия вы назвали бы радиожурналиста от тележурналиста? Они все делают одно дело, информируют население, делают это оперативно, качественно. Но все-таки в их работе есть отличия. Какие, по вашему мнению, это? Во-первых, мобильность, знаете, и оперативность. Вот иногда получается так, что идет какое-то очень ответственное, допустим, идет заседание по установке тарифов на газ, да? Туда идет наш корреспондент. И мы утром в наших новостях, в 9-часовых новостях говорим, что сегодня в парламенте Республики Молдова или парламентская комиссия рассмотрит, которая коснется тарифов на газ. Радиослушателям мы уже дали эту информацию, что будет. И они сидят и ждут, и знают, что в 12 часов у нас будут новости. И, допустим, и этот же вопрос какой-то скандальный или какой-то очень злободневный, какой-то щепетильный, который касается нашего населения и рассматривается либо в Народном собрании. А корреспондент туда пошел и пришел без 15:12. Мы должны дать его мобильно. И мы должны в нашей речи придумать, составить этот текст так, чтобы довести его правильно, объективно, емко для нашего радиослушателя. В тележурналистике главная картинка. Если оператор совместно с автором программы либо новостей так качество снимет картинку, что ему просто 2 слова остается добавить. Да, допустим, если идет картинка, допустим, бабуля, которая роется в мусорном баке, то нам уже не надо составлять тележурналисту вот такого кучи текста, чтобы довести до ума, что бабуля роется в мусорном баке для того, чтобы пропитание себе найти, оставшись в эти годы своей жизни вот в таком положении. Поэтому я, иногда даже завидую журналистам, потому что иду, допустим, домой или куда-то, и вижу такие эпизоды, которые можно было снять для какого-то материала. Знаете, ситуация такая, что лучше не скажешь, только картинку надо показать, и все. Вот в этом есть отличие. Конечно же, еще и в процессе монтажа. У нас корреспондент пришел,
написал текст, так же, как и журналист Телевидения. телевидения, а может быть еще больше, как смонтировал текст и выдал. У вас вместе с монтажером это нужно делать. Вот такие отличия. Ну, хочу сказать, что сложно, конечно, работать, если сегодня в интернете есть материал на молдавском языке, то есть на государственном, на русском. На гагаузском очень редко найдешь. И на гагаузском это нужно так подобрать тонко эти слова, чтобы Смысл. иногда одно слово, вот допустим слово чкер, да, на гагаузском, выходит в эфир или выходит из дверей. И в разных предложениях оно дает разную смысловую нагрузку. И поэтому журналисту нужно очень-очень быть внимательным, как поймет этот радиослушатель это слово в контексте того предложения, которое мы очень хотим. Я даже сегодня шла на программу, и у меня была дилемма, на каком языке говорить. На русском, на гагаузском, радио Гагаузии вроде бы, нужно говорить на гагаузском. Но я очень хочу, чтобы наши радиослушатели, которые не понимают гагаузский язык, чтобы поняли, что я иногда слышу: ой, какая у вас хорошая, интересная работа. Интересная и хорошая, но имеет свои очень большие сложности, потому что от нашего языка зависит мировоззрение слушателя, зависит его настроение, зависит его посыл и его настрой. И поэтому мы должны быть в этом очень внимательны. А как вы считаете, диктору и радио, и телевидения, ему удается передать правильную информацию, если он, например, не понимает то, о чем говорит? Вот, например, если... Нет, я вам сразу могу сказать, если он не понимает, о чем говорит, он просто это выдает информацию. Я вам хочу сказать, что когда мы делаем, что бы мы ни делали, информацию, интерактив, авторскую программу, мы должны на место радиослушателя и телезрителя поставить себя. Если мне это интересно будет, я буду так делать. А если мы делаем новость ради новости, программу ради программы, то лучше не делать. Потому что это влияет на качество. Это, во-первых, влияет на качество. Во-вторых, это, я хочу глубже сказать, это зря потраченные деньги компанию на оплаченный труд такого журналиста. И я считаю, что его даже журналистом нельзя назвать, если он так делает, работает, делает программу ради программы, новости ради новости. Пусть это будет несколько предложений, но осознанно. но осознанно, чтобы это было качественно и осмысленно. Мария Дмитриевна, вы сами когда-то думали бросить эту профессию? Посещали вас такие мысли? Потому что все равно были и сложности, и вы сами говорили, что нелегко было осваивать. Вы знаете, нет. Для меня никогда не было таких, знаете, мыслей, чтобы я бросила эту профессию, потому что из года в год у меня очень было большое желание работу радио сделать лучше, лучше и лучше. И когда я слышала какие-то нарекания, это, знаете, меня очень огорчало. И поэтому для меня, я хочу сказать, что радиожурналистика, конечно, она не на первом месте. Я благодарна Богу, что Бог привел меня в эту радиожурналистику, но у меня на первом месте семья, работа и отношения с людьми. Вот отношения с людьми для меня очень важно. Важно, чтобы наша работа приносила радость и удовлетворение не только себе, чтобы заработать, а чтобы она приносила радость и удовлетворение окружающим слушателям и телезрителям. Сравнивая то, каким было гагаузское радио в начале пути, когда оно было включено в состав гагаузского радио и телевидения, и сейчас, вы видите большие изменения и к лучшему, либо к худшему? Нет, конечно. Конечно, большие изменения есть. Я хочу сказать, что когда мы начинали, мы даже новости почти не делали. Мы зачитывали газетные новости. У нас был человек закрепленный, который ходил на телеграф, то есть на почту. Мы брали газеты, и с этих газет мы, в общем, формировали такие короткие новости. То есть мы их перечитывали,
чтобы они соответствовали радиожанру, радиожурналистике, вот так вот. А в основном наш контент был нацелен на интерактив, на авторские программы про людей. Потом, чуть позже, мы уже стали работать над новостными выпусками, потому что все-таки общественный канал, он должен в первую очередь формировать и информировать людей, то есть готовить новости для населения о событиях страны и региона. Потому что на других каналах можно услышать другие новости, но то, что касается людей, то, что касается жизнедеятельности, автономии, общественный канал — это первостепенная задача, да. И на 3 языках. Да, вот я хотела бы еще один момент узнать. Особенность нашего радио — это то, что он старается вещать не только на 3 языках, но и делать все больше для развития нашего родного гагаузского языка. Эта особенность сохранилась на протяжении 23 лет. Я вам скажу, что для нас это был очень больной вопрос, гагаузский язык. Потому что даже молодые специалисты, которые приходили, и как только скажешь, что необходимо знать гагаузский язык, зачастую многие разворачивались и уходили, потому что сразу говорили: нет, 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 нет. Это первое. Во-вторых, даже работа с чиновниками. А вот мы готовим новости на гагаузском языке, и хотелось бы, очень хотелось, чтобы в новостях звучала в сюжетах не русская речь чиновников, а гагаузская. И на русском языке охотно дают информацию, а когда говорим: скажите коротко, хотя бы на гагаузском языке, нет, 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 вы сама скажете. с этим сталкиваюсь. Да, скажете вы. Но и если, учитывая, вот, знаете, в ракурсе того, что принят закон о развитии гагаузского языка, ну, конечно, я бы не хотела сейчас говорить эти неудобно такие вот совместимые моменты, что связаны с гагаузским языком, но мы бы очень хотели, мы бы даже просили наших чиновников, что все-таки общественный канал и чиновники должны говорить на родном языке хотя бы 1-2 предложения. Ну, конечно, бывают исключения, если человек вообще не владеет гагаузским языком. Да? Но есть те, которые говорят, в быту говорят, и причем очень хорошо говорят на гагаузском языке. Но они как раз боятся, что скажешь что-то диалект. Да, как задашь вопрос, скажите то же самое на гагаузском языке, уже в стопор становится, говорит: нет, 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 нет. И еще в гагаузском языке, конечно, так как мы начинали, это тот гагаузский язык, и теперь гагаузский язык. И я, конечно, хочу спасибо сказать и Камрадскому госуниверситету, кафедре филологии, и научному центру, и всем тем, кто работает над развитием гагаузского языка, составляет словари, и мы пользуемся этими словарями, и наш язык мы, как говорится, расширяем, обновляем, модернизируем и стараемся говорить уже на красивом гагаузском языке. Мария Дмитриевна, у вас сейчас будет возможность обратиться к нашим телезрителям и радиослушателям с пожеланиями, что бы вы хотели им сказать. Потому что обычно вы привыкли выходить с новостями либо с какими-то программами, а лично к ним мы редко обращаемся. У вас сейчас есть эта возможность. Ну, во-первых, я хочу сказать и выразить большую, огромную благодарность тем людям, которые сейчас уже не работают, которые работали. Начиная с тех первых дней, Мария Дмитриевна Неду и Мария Край, некоторые, конечно, уже ушли в мир иной. Савицкий Андрей, Милане Сафроновна. Вот все, которые работали на радио, я всем большая, огромная благодарность. Благодарность выразить хочу Марии Васильевне Маруневич. Это человек, который, мне кажется, такого, наверное, больше нет в Камраде. Она никогда не повышала голос, но добивалась всего того, что было на благо автономии. Хочу выразить благодарность всем коллегам на радио, всем, кто работает, кто будет работать, молодым специалистам, кто работали. Потому что каждый из них внес частичку своего труда, свою лепту, оставил частичку своей души в радио. Без всех этих людей, которые прошли на радио, не было бы того радио, которое оно сейчас есть.
Но и самая большая благодарность — это, конечно, телезрителям и радиослушателям. Если их не было, для кого бы мы работали? Иногда какое-то мнение радиослушателя подстегивает, нас реанимирует, заставляет пересматривать свои взгляды, свои идеи, цели на творческую работу. А некоторые просто воодушевляют нас. Когда для нас самая большая оценка, когда они говорят просто 2 слова «спасибо вам». Для нас большей оценки и не нужно. И поэтому я хочу всем выразить большую, огромную благодарность, кто нас слушает, кто нас смотрит. Для нас каждая оценка важна, а мы только будем стараться работать во благо Гагаузии, на радость нашим радиослушателям, телезрителям. И очень хотела бы пожелать, чтобы канал Радио ФМ, вообще в составе ГРТ, он был самым качественным, чтобы здесь выполнялся самый качественный контент, чтобы мы приходили на работу с идеями позитивными, с хорошим настроением, потому что от хорошего настроения зависит качество работы и, конечно же, здоровье. Поэтому всем здоровья, хороших позитивных новостей, мира, радости, ну и, конечно, благополучия. Редакция телевидения присоединяется к поздравлениям по случаю Дня Гагаузского радио в составе ГРТ. И хотим тоже пожелать творческих успехов и дальше работать на благо для наших слушателей и зрителей. А я напоминаю, что в эфире ГРТ была программа «Интервью недели». Всего доброго и до встречи в эфире. До свидания. Всего доброго.